Бурлунду Найортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня в своем видеообращении расскажу об очень важной для меня и для правительства республики теме. Это комплексное развитие сельских территорий. Я постоянно делаю акцент на том, что развитие села для меня и для правительства республики – это приоритет. И вот чтобы у нас слова не расходились с делами, сегодня в цифрах расскажу, как на самом деле реализуется эта программа. Мы в прошлом году на реализацию комплексной программы направили 237 миллионов рублей. Причем это деньги не только республиканские, 92,5 миллиона рублей, это было софинансирование с федерацией, с федерального бюджета. Какие же мероприятия реализуются в рамках программы? Основное мероприятие – это, конечно, улучшение жилищных условий наших сельчан. 40 семей, проживающих на сельских территориях, получили социальные выплаты на строительство жилья. Очень востребованным инструментом был в 2021 году, и я думаю, что останется в 2022 году, это ипотека, сельская ипотека, и в 2021 году ей воспользовались более 300 семей. Напомню условия. Они очень выгодные, это под 3%, объем средств до 3 миллионов рублей, а самое главное, что выдается эта ипотека на 25 лет. Понятно, что достаточно спокойно ее можно выплачивать, и поэтому она настолько востребована. Не менее важным направлением реализации программы – это развитие социальной и инженерной инфраструктуры. По-русски это строительство социальных объектов и дорог. Так вот, большая работа в этом направлении проделана в Усть-Куломском районе, и в прошлом году в селе Усть-Кулом построено более 4 километров водопроводных сетей и более 7 километров дорог общего пользования. Коммуникациями обеспечены 140 земельных участков под индивидуальную жилую застройку. Это тоже очень важно, потому что очень часто на встречах вы критикуете, и абсолютно правильно, в том, что дом построили, ни дороги нет, ни воды нет, ни света нет, и все это приходится делать самим, и это неправильно. Комплексное развитие – это комплексное развитие, когда и дорогу подводят, и воду подводят, и свет, и это действительно тогда комплексное развитие. В целом в сельских районах республики в 2021 году реализовано 18 таких проектов. Построены спортивные, детские площадки, обустроено уличное освещение и восстановлен историко-культурный памятник. Это вот как раз в разделе социального улучшения условий на селе. Теперь что же по перспективе 2022-2024 годы? По жилью мы намерены ввести более 4,5 тысяч квадратных метров, а это улучшит жилищные условия более 100 сельских семей за счет как раз социальных выплат. И еще более 100 семей планируют взять на эти цели льготные жилищные кредиты. Но я думаю, что будет больше. В 2022 году в 8 селах Ижемского, Сыктывдинского, Карткеросского, Ударского, Усть-Куломского районов будут реализованы 10 различных проектов по благоустройству территорий. Также в этом году, в 2022, будет проведена реконструкция автомобильной дороги. Это тоже было ваше требование, ваши просьбы. К поселку Гуляшор в Прилузском районе транспортную доступность получат 302 сельских жителя. Это тоже очень важно, и это было ваше пожелание. Теперь по эпидобстановке. Но, к сожалению, мы снова растем. Вот я об этом говорил, что не нужно думать о том, что это где-то происходит, да, к сожалению, это происходит у нас. Вчера было, напомню, 623 случая, сегодня 738. Такого уровня у нас не было никогда. Больше всего Сыктывкар, Ухта 219 и 182 соответственно, но при этом и Усинск, и Сосногорский район, и Воркута, и Троицко-Печорский район, Княжпогосский район, Карткеросский, Ударский. В Ударском 19, везде, во всех остальных районах свыше 20, Воркута 33, Сосногорский 37 и так далее. То есть это для районов тоже очень высокий уровень заболеваемости. Среди
заболевших снова и снова подчеркиваю, насколько все-таки, если бы мы были привитые, насколько бы сегодня было ниже уровень заболеваемости. Вот среди заболевших 738 человек всего 42 человека привитых. Вот вам, пожалуйста, уровень, да, то есть если бы мы все были привитые, ну, по большому счету, конечно, никогда бы у нас таких цифр не было. При этом, опять же, из 42 человек, ну, практически 90%, 39 человек, даже больше, это амбулаторное легкое течение. Поэтому вот даже если и заболели люди привитые, то это легкое течение. К сожалению, 3 человека у нас умерли от ковида, но опять же, среди умерших нет ни одного вакцинированного. Вот, уважаемые жители республики, я постоянно на этом акцентирую внимание, что да, среди заболевших их очень много, да, там свыше 700, но всего 42 привитых, да, то есть это очень низкий процент. И среди умерших уже вот на протяжении последних нескольких дней я вам докладываю, что нет ни одного вакцинированного. Поэтому, конечно, нужно вакцинироваться. По вакцинированным у нас сегодня данные подойдут попозже, поэтому я вам сегодня об этом говорить пока не буду, но по занятым койкам. По занятым койкам у нас, к сожалению, начался рост. И здесь мы очень ежедневно в оперативном режиме отслеживаем, надо ли дополнительные койки разворачивать, потому что дополнительные койки это опять дополнительные средства из бюджета. Пока сохраняем разрыв 30% между занятыми и развернутыми. Поэтому пока новых коек не разворачиваем, у нас 1286 коек развернуто, и мы, отслеживая Воркуту, добавили еще 43 койки в Воркуте. Я сказал, что по Воркуте у нас, в общем, тоже очень высокий рост. В остальных пока территориях наблюдаем, но не разворачиваем койки. Но на самом деле все равно, если посмотреть по тенденции, у нас с 17 января, когда было 732 койки занятых, на сегодняшний день у нас 875 коек. То есть мы начали расти и по занятости койки. Это говорит о том, что все-таки не весь омикрон, только амбулаторный. К сожалению, и тяжелые случаи стационарные среди омикрона есть. Поэтому, уважаемые жители республики, первое, это, конечно, все-таки постарайтесь вакцинироваться и услышать меня. Второе, это, конечно, берегите себя, особенно в общественных местах. Маски, перчатки, обработка рук в обязательном порядке. И смена масок каждые 1,5 часа. Всего вам самого доброго, до следующей встречи.